Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Жители Донецкой области под перекрестным огнем. Гуманитарный кризис в Донбассе. В ежегодном докладе Freedom House о свободе в мире Россия признана несвободной страной. Новый премьер-министр Греции критикует Евросоюз за санкции против России. Сергей, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Воздержаться от финансирования и военной поддержки незаконных вооруженных групп в Украине. Впервые такой прямой призыв к России звучит в новой резолюции по Украине Парламентской ассамблеи Совета Европы. Докладчик ПАСЕ по гуманитарной ситуации на Донбассе Джим Шеридан. Конфликта не было бы, если бы не вмешательство России. Политическое, финансовое, военное. Я видел и слышал достаточно, чтобы быть в этом уверенным. ПАСЕ – орган, состоящий из парламентариев стран-членов старейшей в Европе международной организации. Зал резолюцию поддерживает практически единогласно, против выступают российские депутаты. Слушала заявление и фиксировала факты Екатерина Кочкина. Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию о беженцах и гуманитарной ситуации в Украине. ПАСЕ решили, гуманитарные конвои, идущие в Украину из России, нарушают нормы международного права. Более того, ассамблея призвала российские власти повлиять на незаконные вооруженные группировки на востоке Украины и воздержаться от их дальнейшего финансирования. Представители России проголосовали против резолюции. Украинские же делегаты остались довольны. Мы получили возможность констатировать те или иные факты. Российская агрессия, оккупация нашей территории, пособничество террористам, поставок оружия со стороны российского руководства. Еще один пункт резолюции ПАСЕ – освобождение Надежды Савченко, утвержденной в качестве члена постоянной украинской делегации Ассамблеи. Об освобождении Савченко ходатайствуют и ее адвокат, и президент Украины Петр Порошенко. Оба направили президенту России Владимиру Путину письма с просьбой отпустить летчицу. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Тем временем, сегодня вечером в ПАСЕ голосование по дальнейшему статусу российской делегации в Ассамблее. Напомню, своих прав ее лишили из-за событий в Украине. Было это в апреле прошлого года. Впрочем, председатель Госдумы России Сергей Нарышкин дает четко понять, Москва готова ответить на любые ограничения статуса ее парламентариев. Если российская делегация будет лишена этих двух важнейших прав, права голоса и права участия в руководящих органах парламентской ассамблеи, мы, к сожалению, вынуждены будем на год приостановить свою работу в ассамблее. В украинской делегации в ПАСЕ в интервью нашему корреспонденту в Страсбурге заявляют, что голосование по статусу российских коллег – вопрос для них принципиальный. И пока в Страсбурге спорят дипломаты, на Донбассе гибнут местные жители. Донецк и пригород продолжают находиться под обстрелами. В одном из районов города, Гвардейском, канонада целый день, за исключением недолгих перерывов. И вот в эти моменты наш корреспондент Шахида Якуб смогла поговорить с жителями Гвардейского, а также выехать и в деревню Еленовка, где нет ни света, ни воды. Стекла вперемешку льдом – это, конечно, потрясающее сочетание. Подъехав в Гвардеевку, задаю местным жителям простой вопрос. Куда прилетела прошлой ночью? И никто моему вопросу не удивляется, потому что снаряды прилетают сюда каждый день. А на этот раз прилетела в квартиру 60-летнего Владимира. Обсмотрев дом снаружи, прошу Владимира провести домой. Пока шли, увидели его сестру Валентину. Осколки от снаряда попали ей в окно, выбили стекла, а ее саму ранило. Михайловна идет, раненая, которая... Около часа ночи. Мы спать ложились. Мала попросила воды у меня, и я пошла набрать и воды ей. На мой вопрос, была ли она в больнице, Валентина говорит, что не может, так как смотрит за 3 внуками-сиротами. Дочь летом умерла. С 3 внуками остались? Да. Вы только одна за ними смотрите? Да, больше некому. Вот так и живут гвардеевцы. В течение уже нескольких месяцев. От снарядов разбиваются стекла, при минусовой температуре защищаются от холода кто чем может. Но вот эти светловолосые ребята, которые остались на попечении у раненой бабушки, все время сидят дома, так как играть на улицу она их не пускает из-за обстрелов. К сожалению, такую картину мы видим во всех районах Донецка, за контроль которых противоборствующие силы обстреливают друг друга. А во дворы и квартиры гражданского населения залетают то снаряды, то их осколки.
В пункте раздачи гуманитарной помощи в Донецке собирают пайки для жителей поселка Еленовка. Поселок вот уже несколько дней находится под интенсивным артобстрелом. Гуманитарную помощь в Еленовку отвозят силой непризнанной ДНР. Они сопроводили нас до поселка, предупредив, что ехать мы будем на свой страх и риск. Проводить меня в деревню согласилась Елена. Только лицо просила не показывать. Сама она из Еленовки, замужем, и дети есть. Вот, пожалуйста, мы пришли. Ого. Вот этот вот дом. Да, там кто-то есть. Заходите, не бойтесь. Никто, у меня и дочка здесь, и внучка, и внук здесь у меня, и сын здесь у меня. Разбомбят, разбомбят, что ж теперь? А вот когда обстреляли, вы где прячетесь? Нигде, дома я нахожусь. В хате. Да вы что? Да. А куда нам деваться? А Погреб ховаться? Да ради бога, еще мне этого не хватало. Еще 5 детей, вот у этого человека, они позвали. Воды в деревне давно нет. Появилась как-то на несколько дней, а потом опять не стало. Сейчас в деревне тихо. Как говорят местные жители, те, кто остался, прячутся по подвалам. Ждут, пока стрельба утихнет. А когда это будет, никто не знает. Моя проводница Елена говорит, что после 3-дневного обстрела смельчаков выйти на улицу немного. Шахида Якуб специально для настоящего времени из Донецка. Между тем, президент Европарламента Мартин Шульц высказывается против новых санкций в отношении России. В интервью агентству АППА чиновник заявляет: санкции и так имеют свое влияние. Я не верю, что в настоящее время в связи с эскалацией конфликта ужесточение будет эффективным. Но такие планы звучат в Европарламенте. В Америке другие. Слово коллегам в Вашингтоне. Наташа. Да, Сергей, министр финансов США Джейкоб Лю, выступая сегодня в Киеве, предупредил Россию о возможности введения новых санкций со стороны Запада, если она будет продолжать агрессию в отношении Украины. Лю также подписал соглашение, в соответствии с которым администрация президента Обамы предоставит Украине в этом году гарантии под заем на $2 миллиарда. Ситуации в Украине был также посвящен телефонный разговор президента Обамы и канцлера Германии Ангелы Меркель. В заявлении Белого дома говорится, что оба лидера выразили беспокойство в связи со значительным ростом насилия на востоке Украины и материальной поддержкой сепаратистов, которую оказывает Россия, а также ее невыполнением взятых обязательств в соответствии с Минскими соглашениями. Они согласились, что Россию необходимо привлечь к ответственности за ее действия. Соединенные Штаты и НАТО не имеют права просто наблюдать со стороны, как Россия осуществляет агрессию против ее соседей, прежде всего Украины. Эту мысль высказала заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Она выступала на конференции в Вашингтоне. По словам Нуланд, действия властей России и военный конфликт в Восточной Украине несут серьезную угрозу всей Восточной Европе. Репортаж Вадима Оленичева. Трансатлантический ренессанс. Так охарактеризовала замгоссекретаря США Виктория Нуланд нынешние отношения между странами-членами НАТО. Имеются в виду активные шаги по укреплению безопасности и военной мощи европейских государств, граничащих с Российской Федерацией. Никто не говорит о том, чтобы отвоевывать обратно у России Крым, но руководство НАТО и США уже не скрывает: нынешние кремлевские власти – это реальная угроза Западу. Сейчас Россия направляет сепаратистам деньги, солдат и вооружение. Такая политика, сказала Виктория Нуланд, должна быть прекращена. Она считает, что на Россию необходимо воздействовать всеми допустимыми методами. Наши санкции призваны дать понять людям в Кремле: вы не можете пользоваться такими льготами, как общеевропейская банковская система, как льготы от свободной торговли, и при этом игнорировать другие нормы, включая уважение суверенитета стран-соседей. Вы не можете делать и то, и другое. И цель санкций не в том, чтобы ослабить Россию, а в том, чтобы заставить ее лидеров отказаться от агрессивной и опасной политики. Что же касается помощи Запада Украине, то здесь США намерены действовать по двум направлениям. Во-первых, Киеву будет оказываться финансовая поддержка в виде долгосрочных кредитов. Но еще важнее, отметила Нуланд, убедиться в том, что украинское правительство борется с коррупцией и что перечисленные средства употребляются так, как это планировалось, а не оседают в теневых структурах. Как следует из высказываний Виктории Нуланд, независимо от того, какую стратегию Соединенные Штаты изберут в условиях новой европейской реальности, уже сейчас ясно, что отделять политические проблемы от социальных и экономических лидерам США и НАТО становится все сложнее и сложнее. По этой же причине не менее важный аспект противостояния доминированию России в Восточной Европе – энергетическая безопасность государств региона. В этой сфере в последние годы возникли позитивные сдвиги.
Планируется, в частности, поставлять в Европу природный газ из Хорватии, США и даже Австралии. Но на разработку этих проектов потребуются годы, в то время как военный конфликт в Украине должен быть прекращен как можно скорее. Судя по всему, 2015 год будет для НАТО хорошим испытанием на прочность. Вадим Оленичев, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. В Лондоне началось публичное расследование обстоятельств смерти Александра Литвиненко. Напомним, 9 лет назад бывший сотрудник ФСБ и критик кремлевского режима был отравлен с помощью радиоактивного изотопа полония-210. Перед смертью Литвиненко, получивший политическое убежище в Великобритании, обвинил президента России Владимира Путина в организации его убийства. Судья Роберт Оуэн заявил, что имеющиеся свидетельства позволяют говорить о виновности России. Москва же всегда отрицала любую причастность к смерти Литвиненко. Комментарий историка Юрия Фельдшинского, который опубликовал в свое время вместе с Литвиненко книгу «ФСБ взрывает Россию». Понятно, что Литвиненко убила ФСБ. Да. Единственное, чем мы не знаем, было ли это сделано по прямому указанию Путина или не по прямому указанию Путина. Я лично думаю, что по прямому, просто потому что Путин и сам руководил ФСБ, и вряд ли руководство ФСБ, принимавшее решение об организации операции по устранению Литвиненко, могло на это пойти, не согласовав это с президентом, который сам к тому же был в тот период, когда Литвиненко пошел на конфликт с системой, был директором ФСБ. Стоит заметить, что в прошлом британские власти отказывались проводить публичное расследование, но после того, как двусторонние отношения обострились в связи с кризисом в Украине, правительство Великобритании, возможно, изменило свою позицию. Правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о состоянии политических прав и гражданских свобод в странах мира. Рейтинг стран оценивается по шкале от 1 до 7 баллов, где единица наилучшая, семерка наихудший показатель. С подробностями наш корреспондент Фатима Атлесова. Главным глобальным трендом прошедшего года стал небывалый всплеск терроризма. Радикальные группировки терроризируют целые страны и регионы, внося хаос и приводя к массовой гибели и страданиям населения, говорится в докладе Freedom House. Среди негативных тенденций и продолжающаяся стагнация в странах бывшего Советского Союза, следствие разлагающего влияния России, полагает вице-президент Freedom House Арч Паддингтон. Оценки в Евразийском регионе, это бывшие советские республики, за исключением стран Балтии, почти самые низкие в мире, чуть выше, чем на Ближнем Востоке. И это результат огромного воздействия России, из-за чего показатели очень-очень низкие по всему региону. Я не хочу преувеличивать, но очевидно, что за последние 2-3 года Россия предприняла серьезные усилия для расширения своего влияния за пределы своих границ. В одних странах Россия коррумпирует общество, в других пытается контролировать политиков. Кроме того, Россия угрожает и запугивает небольшие страны, находящиеся в ее периферии. Между тем, оценка самой России, которая и так уже находилась в категории несвободных, в этом году упала с 5 до 6, приблизив страну к самому дну рейтинга. Арч Паддингтон объясняет, что среди факторов, повлиявших на ухудшение состояния общества в России, главный – последствия агрессии в Украине. Оценки России за прошлый год в значительной степени следствие влияния на внутреннюю ситуацию вторжения в Крым и последовавшей за ним агрессии в Восточной Украине. Во-первых, это привело к дальнейшей концентрации государственного контроля над медиапространством. В итоге способность любых независимых СМИ представлять хоть какую-то оппозиционную перспективу сузилась еще больше за прошлый год. В то же время пропагандистский аппарат значительно разросся. Во-вторых, значительно увеличился контроль правительства над интернетом, а интернет всегда был пространством, где можно было слышать оппозиционные голоса. Это, я думаю, самое важное изменение. Другое важное изменение — это дальнейшее ограничение гражданского общества. Критики, правозащитные организации, экологи в меньшей степени способны бросать вызов политике правительства. По этим причинам, я думаю, плохая ситуация стала еще хуже после вмешательства России в Украине. Украина в докладе Freedom House находится в категории частично свободных. Рейтинг страны в этом году повысился с 4 до 3, благодаря возросшему влиянию гражданского общества на политические решения правительства, а также президентским выборам, которые оцениваются как свободные и демократические. Фатима Атлесова, Андрей Дегтярев, Вашингтон. Если уж мы заговорили о переменах, какой будет политика Греции после победы на выборах левых сил, Сириза? Об этом наши коллеги из Праги.
Пытаясь ответить на этот вопрос, Наташа, журналисты и политологи отмечают пророссийские симпатии партии, констатируя, даже возможный выход Афин из еврозоны сегодня уже не кажется чем-то невероятным. Так издание «Таймс» вспомнило, как во время поездки в Москву в мае прошлого года, сейчас уже премьер Алексис Ципрас раскритиковал санкции против России. Настроение в верхних эшелонах новой власти анализировала моя коллега Екатерина Кочкина. Оппозиционная партия СИРИЗА победила на досрочных парламентских выборах в Греции. Лидер коалиции леворадикалов Алексис Ципрас – сторонник смягчения мер жесткой экономии, принятых властями страны по требованию Евросоюза и Международного валютного фонда. Члены СИРИЗА пообещали грекам добиться списания большей части долгов перед международными кредиторами и позволить стране начать с чистого листа. Греция переворачивает страницу. Она оставляет позади катастрофическую жесткую экономию, страх и автократию. Она оставляет в прошлом 5 лет унижений и боли. Самые радикальные прогнозы пророчат Греции под управлением радикальной левой коалиции выход из еврозоны, а впоследствии и из Евросоюза. Ожидается, что новое правительство займет бескомпромиссную позицию на предстоящих переговорах с ЕС. В то же время представители других стран ЕС и Еврогруппы считают, что для того, чтобы решить проблему экономического кризиса в Греции, сторонам придется договариваться. Я думаю, что нам всем необходимо понять, и думаю, люди в Греции уже понимают, что главные проблемы греческой экономики не исчезли и даже не изменились за одну ночь только из-за состоявшихся выборов. Проблемы все еще есть, и они все еще должны быть решены. Жители Греции возлагают на новое правительство и его программу осторожные надежды. Будем надеяться, что они что-нибудь сделают. Сегодня в 6 утра по телевизору я видел новый план. Здесь больше нечего сказать, кроме как будем надеяться на лучшее. Переговоры с МВФ Греция начнет, как только вновь сформированное правительство приступит к работе. Тем временем президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предупредил Афины, что Греции не следует ожидать уменьшения ее обязательств по выплате задолженности. Эксперты полагают, что на фоне неопределенности в отношениях с Евросоюзом Греция может повернуться к России. О том, где берет истоки популярность СИРИЗА и станет ли она союзником России, мы поговорили с политическим обозревателем Александром Бауновым. Почему партия СИРИЗА набрала за последние 5 лет такую огромную популярность? За последние 5 лет общество греков превратилось из общества центристов, мещан, буржуа частично в общество пролетариев или людей, которые боятся оказаться в положении вот этих самых безработных или тех, у кого что-то там отнимают, к чему они привыкли. И СИРИЗА еще 2 года назад был абсолютной сенсацией, что ну надо же, вот эти странные леваки, молодые, без галстуков, не пойми кто, какие-то троцкисты, какие-то люди, которые любят Чавеса и читают Мао Цзэдуна, вдруг они заняли 2-е место. Это для греков совершенно необычная ситуация. Они сами, в общем, не отошли от чувства, что они участвуют в каком-то большом эксперименте. Новый премьер-министр там связан с фигурами вроде Александра Дугина и о том, что сейчас новое греческое правительство критикует Евросоюз за санкции против России. То есть можно ли сказать, что Греция видит в России потенциального союзника, или они просто таким образом торгуются с другими членами ЕС? Там какое-то странное сочетание прагматизма и идеализма в этом смысле, опять же. Греческие левые, интеллигенты, и рабочий класс, и мещане всякие, обыватели, мелкие предприниматели видят его в России продолжатели Советского Союза. Ну, понимаете, ясно, что денег Путин просто так не даст, потому что у него нет. К тому же Папандреу, это премьер-министр, когда выяснилось, что Греции нечем платить, первым делом поехал в Россию к тому же Путину в 2010 году. И выяснилось, что Путин денег просто так не даст. И сейчас он их просто так не даст, потому что тогда их было больше. Но, конечно, они будут рассказывать, ну, то есть, скажем так, не то чтобы они будут пугать европейцев. Мне кажется, европейцы будут сами пугаться того, что страна-член Евросоюза, так сказать, станет фактически политическим союзником каких-то внеевропейских сил. И вновь время передавать слово в Вашингтон, где, кстати, вышел новый рейтинг экономической свободы в мире. Его листали наши коллеги. Наташа. Да, Сергей, Гонконг на первом месте, Северная Корея на последнем. Соединенные Штаты вновь не вошли в десятку стран с самой свободной экономикой, а место России в середине 2-й сотни между Коморами и Гвинеей.
Это результаты ежегодного исследования рейтинга экономической свободы, который составляет Вашингтонский фонд наследия и редакция газеты Wall Street Journal. Александр Панов продолжит тему. Рейтинг был составлен 21 раз. Рассматривались показатели 186 государств. В 11-й раз подряд на самой вершине списка страна, которой нет – Гонконг. Экспертами он оценивается отдельно от Китая, занявшего 139 место. В пятерке лучших также Сингапур, Новая Зеландия, Австралия и Швейцария. Из бывших советских республик Эстония на высоком 8-м месте рейтинга. Все эти годы авторы исследования руководствуются правилом экономиста Мильтона Фридмана. Есть только два вида управления государством – контроль и насилие, и тогда вы живете в тоталитарной стране, или свободный рынок и честная конкуренция. Составители рейтинга не верят в пятилетние планы и государственный контроль над экономикой. 7-й год подряд показатели США ухудшаются. С 2007 года страна переместилась с 4-го места на 12-е. Рейтинг 2015 представлял Пол Райан, глава влиятельной бюджетной комиссии Конгресса. На прошлых выборах напарник Митта Ромни, кандидат в вице-президенты. В 2016-м, судя по высказываниям, он выдвигать свою кандидатуру не намерен. Райан хочет составить новый налоговый кодекс Америки. Честная и открытая конкуренция на американском и международном рынке дает каждому возможность улучшить свою жизнь. Американская идея, как ее понимаем мы, дети иммигрантов, состоит в том, чтобы создать условия, когда для достижения успеха неважно, кто ты, откуда родом, важны только твои усилия и Богом данный тебе талант. В рейтинге Россия располагается в 4-й группе стран с в основном несвободной экономикой и делит 142 и 144 места с Коморскими островами и Гвинеей. Впереди Либерия, позади Гвинея-Бисау. Как отмечают авторы исследования, клановый или кумовской капитализм с главным правилом российской экономики «друзьям по дачному кооперативу все, остальным закон» не вписывается в формат экономической свободы. Это большая трагедия. Россия, огромная страна с богатейшими природными ресурсами и людским потенциалом, находится во второй сотне, и все знают ответ, почему. Даже российские власти. Проблема в том, что не работают законы, не защищен частный бизнес, построен капитализм, но только для своих, для избранного круга. В России в свете западных санкций пресса и чиновники говорят так: нам не нужны Америка и ЕС, мы сотрудничаем с БРИКС. Странам БРИКС нечем гордиться в рейтинге. Они в основном находятся в стадии стагнации. Недавно они утверждали, что построили великую новую систему, которая распространится на весь мир. Но мы так и не увидели стабильного роста, и, думаю, некоторые из этой группы уже готовы пересмотреть политику, сменить курс. Вместо централизации – либерализация. Все зависит от политических лидеров. За годы индекс экономической свободы заслужил авторитет у специалистов. На него ссылаются политики и эксперты. Инвесторы смотрят на его показатели, определяя места капиталовложений. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Сергей, мы возвращаемся к вам в Прагу. Из Соединенных Штатов в Южную Осетию. История одного человека. История, в которой есть ностальгия, память об ушедших родных и любовь к своему авто. Это семейная реликвия. Наш корреспондент проехался по улицам Схинвали в настоящем ретро-мобиле и поговорил с его владельцем Юрием Гаглоевым. Это отцовская машина, в 49 году отец купил. Отец ездил, потом брат ездил, потом брата не стало, отца не стало, брата не стало, и теперь я езжу. И память отца, и брату память, и сама машина неплохая. Дедушка работал в Азербайджане, в Баку. И, соответственно, мой отец, его брат, сестры родились там, в Баку. Ну, эта книжка, дедушка мой работал у Бенкендорфа, торговый дом был Бенкендорф и компания. Вот это уже от дедушки осталось. 1901, начало столетия, начало 20 века. Он работал там, в Азербайджане, в Баку. Потом дети там родились. Вот. Потом переехали, они вернулись в Южную Осетию. Отец родился в 17 году, он из всех сестер и брата, он был самый младший. Он в 17 году родился. Они, конечно,
раньше родились. 3 брата у нас было, и я один остался. На строителе учился. И не доучился. Машина тяжелая, потому где-то на 100 километров 12 литров съедает. Она расшита на 72-й бензин, но теперь мы 92-м я его заправляю. В прошлом году, 23 февраля, попросили нас вывести свои машины, собраться возле Театральной площади, до Театральной площади. Вот и подъехали на машины. Вот эта машина была Волга ГАЗ-21. ГАЗ-69, по-моему, 2 машины были. Типа, как парад ретро-машин. Но они еще были там, некоторые остались недовольны были. Я должен машине больше внимания уделять, это мой большой минус. Ну, вот так вот как-то получается, не знаю. Это «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. Наташа, эфир ваш. Да, Сергей, начало года – замечательное время пообещать себе, что вы бросите курить, будете проводить больше времени с близкими, выучите испанский и займетесь, наконец, спортом. Так вот, по поводу спорта. Если год едва начался, желание прийти в форму уже куда-то улетучилось, возможно, есть смысл попробовать что-нибудь необычное. Например, заниматься спортом вниз головой. Впечатлениями от фитнеса на трапеции делится Дарья Кутковая. Если вы пообещали себе, что в новом году займетесь спортом и придете в форму, а ваш запал уже начал угасать, то дополнительный стимул вам может придать перспектива повисеть вниз головой. Трапфит – новое слово в аэробике, которое сочетает упражнения для укрепления мышц с занятиями в воздухе на трапеции. И хотя с первого взгляда это может выглядеть как детское дурачество, упражнения на самом деле представляют собой профессиональную программу занятий на трапеции. Трапфит объединяет в себе воздушную акробатику и фитнес. Программа направлена на укрепление мышц, в частности, речь идет о мышце плечевого пояса, мышцах рук и верхней части брюшного пресса. Занятие начинается с 20-минутной разминки на полу, затем следуют 20-минутные разминки с использованием тяжелой планки из алюминия и железа весом 5,5 кг. Далее упражнения в воздухе на трапеции. Многие приходят на занятия не потому, что хотят стать стройнее, а потому, что видят, как весело оно проходит. Во второй половине занятий посетителям предоставляется возможность от души подурачиться. Это очень тяжело прежде всего для рук. Но когда я там, я веселюсь словно ребенок. Мне кажется, что я на качелях. Однако я чувствую, что определенно тренирую свое тело. Поэтому я так люблю эти занятия. Я словно оказываюсь на детской площадке. Это ни с чем нельзя сравнить. Ощущение полета. Один из плюсов упражнения на трапеции – адреналин. Но при этом обратите внимание, что для их выполнения нужно иметь сильное тело, иначе вы не сможете висеть на планке. По сравнению с обычными упражнениями с весом, когда мышцы тренируются по одной схеме, трапфит для всех работает по-разному. Это другой тип упражнения на пресс, руки и плечи. Доктор Бест предупреждает, что трапфит не для фитнес-новичков. Прежде чем пойти на занятия, необходимо потренироваться в спортзале и поработать с весом. Упражнения на трапеции – стресс для суставов, а следовательно создается большая вероятность их повреждения. Поэтому очень важна предварительная подготовка. Особенно это касается верхней части туловища. Трапфит также отличный способ познакомиться с новыми людьми, потому что некоторые упражнения выполняются в парах. Эра космического туризма все же наступит в ближайшем будущем. Удовольствие это будет не из дешевых. Билет будет стоить в районе $200 тысяч. А вот водяных блох ученые готовы отправить в космос совершенно бесплатно. Водные ракообразные, известные как дафнии, могут быть использованы в качестве миниатюрной модели для биомедицинских исследований. Их репродуктивное поведение будет проверено на наличие признаков стресса на борту Международной космической станции. В общем, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. На этом мы заканчиваем программу «Настоящее время». Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Заходите на наш сайт currenttime.tv и в социальные сети. Сергей, до следующего эфира. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.